У вобласці назіраецца значнае павелічэнне колькасці пажараў. Толькі за гэтыя выхадныя ў выніку згаранняў агнём пашкоджана 11 будынкаў і 2 адзінкі тэхнікі. 4 чалавекі загінулі. Трагедыі адбыліся ў аграгарадках Лунін і Богданаўка Лунінецкага района, Агова Ивановскага у вёсцы Дубок Брестскага района. Все погибшие – это мужчины в возрасте от 50 до 84 лет. 3 из них пенсионеры, 1 мужчина нигде не работал и проживал в чужом домовладении. По предварительным данным, причиной пожаров послужило неосторожное обращение с огнем, в том числе и при курении. У нядзелю раптоўна загарыўся ложак у пакоі адпачынку вакзала станцыі Брест-цэнтральнай. Адміністрацыя аб'екта і работнікі міліцыі выратавалі грамадзяніна 1978 года нараджэння, жыхара Расійскай Федэрацыі, які з апёкамі шпіталізаваны ў рэанімацыйнае аддзяленне Брестскай абласной бальніцы. Эвакуировано 6 чалавек. Служба по чрезвычайным ситуациям Брестской области обращается к жителям региона с просьбой быть предельно осторожными в обращении с огнем. В первую очередь при курении, не курить в постели, тем более в состоянии алкогольного опьянения, не перегружать электросети. Если в вашем доме печное отопление, внимательно следить за его состоянием. 36-гадовага жыхара Пружанскага района затрымалі ў Кобрыне. Яго падазраюць у пранікненні ў пакінутыя жылыя будынкі. 50-летняя местная жительница обратилась в Кобринский РОВД и пояснила о том, что соседи, которые живут рядышком с домом ее покойной матери, сообщили, что были разбиты окна. Естественно, сразу же оперативники выбыли в указанном направлении, и по горячим следам был задержан 36-летний житель города Пружаны, который, как было установлено, наведывался на Кобринщину в поисках наркотических веществ. При себе молодой человек в рюкзаке имел маковую соломку около 85 грамм. То есть в настоящее время молодой человек задержан. А супрацоўнікі мытні падчас спецыяльных мерапрыемстваў у Жабінкаўскім раёне ў легкавым аўтамабілі «Сітраэн» знайшлі больш за 230 килограммов сыру и 58 моделей мобильной техники и фурнитуры до яе. Товар возился на территории Евразийского экономического союза различными гражданами под видом товара для личного пользования, а потом передавался одному владельцу. В дальнейшем организатор противоправной схемы пытался сбыть данный товар на территории Российской Федерации. Агульная сума канфіскаванага звыш 110 тысяч рублёў. Узбуджана справа по артыкуле адміністрацыйнага кодекса.